прямом эфире информационная программа «Вести Чеченская Республика». Мои коллеги и я, Рамзан Абуев, готовы рассказать о наиболее значимых событиях к этому часу. Ассаламу алейкум. Главное сегодня. На страже здоровья граждан. Проходит масштабная акция, выездная диспансеризация и профилактические осмотры взрослого и детского населения. В Надтеречном муниципалитете проходит диспансеризация. Сколько человек уже успело ее пройти? Чеченские технологии в Индонезии. У нас появилась полностью автоматизированная автономная ферма, где от человека только требуется посадить семена и потом в конце уже цикла собирать урожай. Компания Green Bar заключила соглашение с азиатским предприятием по строительству сети ферм. Расскажем, что будут производить. Жизнь за кадром. Впечатления, они очень особенные, вся эта атмосфера, все, как это выглядит, это очень особенно. Я никогда не представляла, что студия выглядит именно так. Для ребят из образовательного центра «Квант» провели экскурсию по телеканалу «Войнах». Как устроена работа телевизионщиков. Заместитель руководителя секретариата главы Чеченской Республики Хутмат Кадырова провела рабочую встречу с главными врачами Грозненской ЦРБ и столичной поликлиники номер 2. Руководитель ЦРБ Дагмара Батыжева сообщила, что до конца года в станице Гречеисточнинская в эксплуатацию будет введена новая врачебная амбулатория, которая строится за счет регионального общественного фонда имени Героя России Ахмата Хаджи Кадырова. В целом, как отчиталась главврач, во всех 23 лечебных учреждениях муниципалитета созданы прекрасные условия. Принципиальные изменения произведены в работе второй поликлиники Грозного. Об этом доложила Тамила Сугаипова. Ликвидированы очереди к специалистам и созданы условия доступной среды для людей с ограниченными возможностями. Хутмат Кадырова, в свою очередь, заверила в оказании необходимой помощи в решении возникающих проблем. Чеченские подразделения продолжают выполнять свой воинский долг на территории проведения СВО. Батальон «Запад Ахмат» под руководством начальника отдела МВД России по Курчелоевскому району Рустама Агуева и 245-й мотострелковый полк уничтожили вражескую диверсионно-разведывательную группу в районе населенного пункта Однобровка Харьковской области. После выявления точного места дислокации был нанесен удар из тяжелого вооружения. Всего нейтрализовано 5 противников. Об этом сообщил глава региона в своем телеграм-канале. Мусульмане встретили новый 1445 год по хиджре. В честь этого в мечети сердца Чечни прошли религиозные мероприятия. Этот светлый праздник напоминает нам о переселении посланника Творца из благословенной Мекки в лучезарную Медину. Богословы собрались во главе с муфтием Салахом Хаджи Межиевым. Совершив вечерний намаз, верующие прочитали мавлид и сделали дуа за мир и благополучие на чеченской земле, а также победы и скорейшего возвращения на родину бойцов, принимающих участие в СВО. محرم بود إذا يلشن عليه الصلاة والسلام هجر دين بود بو إذا قيم عليه الصلاة والسلام سوشي حديث يعني بيلقى باقين بود بو إذا ده الحرم بينش بيقبط صعبوت بو إذا شين شو عمار خبر سنة توش بود بو إذا شين شو ده دزدين خلدل عاشوراء دايتين بود بو إذا أز عاشوراء دين عمار خاب شيء تانشرا دين أشقينوش ده الجشري دولوش دقة ديل بايمرشخا دقة ديل بايمرش بالي حلق بيعنا سينجات مع حلق بيعنا ده شيء شقيوش بلقية تمت إبيل خاين بود بو. Управлению Росгвардии по республике передали знамя с символикой СССР и России, а также с портретом Героя Советского Союза, защитника Брестской крепости Магомеда Узуева в рамках патриотического проекта Следственного комитета страны «Зов предков». В мероприятии приняли участие заместитель начальника управления Росгвардии Александр Круглов, заместитель руководителя регионального следственного управления Марат Пеков. Последний подробно рассказал о проекте и подвиге Магомеда Узуева. Мы по праву гордимся воинами, которые во все времена проявляют храбрость и героизм. Цели нашего проекта – передать будущим поколениям память о славных победах на фронтах и в тылу, сохранить преемственность славы наших героев, а также поддержать наших бойцов, выполняющих сегодня сложные боевые задачи на передовой в борьбе с нацистским киевским режимом. Мы хотели бы передать знамя победы в рамках этого
этой эстафеты в зону специальной военной операции для размещения его на военной технике или использования как штурмового флага пеших подразделений. Первыми индивидуальное семейное знамя в одну из прославленных воинских частей передал председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Иванович Бастрыкин, родители которого ковали великую победу в борьбе с немецко-фашистскими захватчиками. Итогом проекта станет возвращение знамен из зоны специальной военной операции, которые затем станут уже семейными реликвиями. Чтобы понимание было, значит, герой Российской Федерации Узуев, он является дедушкой одного из наших сотрудников, как раз династия офицерская, да, получается. В Натеричном муниципалитете проходит плановая диспансеризация. Жители смогут узнать о состоянии своего здоровья, выявить существующие нарушения и начать своевременное лечение при их обнаружении. Задействованы более 30 узких специалистов разных профилей, в том числе детские. Подробнее Лейла Муртазова. Кулсум Халадова уже несколько лет обследуется во время диспансеризации. Проходит она на базе ГБУ Натеричной центральной районной больницы в населенном пункте Знаменское. И на этот раз женщина приняла участие в бесплатном медосмотре. Она признается, что благодаря своевременной диагностике и грамотному назначенному лечению смогла избавиться от многих недугов. Благодаря диспансеризации и профилактическому осмотру у жителей Натеричного района есть возможность проконсультироваться со всеми местными и приезжими докторами. Для проведения обследования привлечено более 30 детских и взрослых врачебных специалистов разных профилей. Прием ведут врачи, терапевты, педиатры, естественно. Кроме этого, все узкие специальности врачей. Это травматолог, ортопед, кардиолог, врач ультразвуковой диагностики, уролог, детский хирург. То есть все специалисты, которые должны участвовать в проведении профилактических осмотров, они все находятся сегодня в Знаменской поликлинике. У взрослых и детей отдельный перечень исследований. В ходе диспансеризации они смогут пройти все клинико-лабораторные обследования и диагностические процедуры. В ходе данной диспансеризации задействованы передвижные мобильные комплексы. Это маммограф, флюорограф, комплексная диагностика и ФАП. Клиника рассчитана на амбулаторный прием на 500 посещений в день. Оснащена самым современным оборудованием, благодаря чему специалисты имеют возможность проводить различные процедуры. Тут развернуты все необходимые подразделения. Бесплатный медосмотр помогает выявить заболевания на ранних стадиях, что в дальнейшем положительно скажется на лечении и продолжительности жизни человека. К слову, в данном медицинском учреждении подобные мероприятия проводятся часто, привлекая выдающихся врачей нашей страны. За сутки обследования прошли уже более 400 пациентов. Хочется призвать население своевременно, ежегодно проходить профилактические осмотры, диспансеризацию определенных групп взрослого населения. Над этим постоянно работает участковая сеть, обзванивает, приглашает, записывает. Диспансеризацию проводит Министерство здравоохранения субъекта в рамках нацпроекта развития системы оказания первичной медико-санитарной помощи и продлится 2 дня. Лейла Муртазова, Ислам Ибрагимов, Сейдамин Даутмирзаев, Вести, Чеченская Республика. Чеченская компания Green Bar заключила соглашение с индонезийской компанией. В рамках договора будет разрабатываться решение для вертикальных сетей ферм. Они будут устанавливаться в супермаркетах и торговых центрах Индонезии. Всего планируется смонтировать 15 тысяч. Медина Мударова о проекте. Сити-ферма, проще говоря, сеть городских ферм для промышленного выращивания органической зелени. С ее помощью люди смогут растить свою собственную пищу даже в городской суете. Проект разработала чеченская компания Green Bar. Первоначально идея была о том, чтобы сделать работу в огороде легче для себя и для людей. Да? То есть это автоматизация полива, свет, да? То есть управление климатом, подогрев. Мы пришли со временем к тому, что у нас появилась полностью автоматизированная автономная ферма, где от человека только требуется посадить
семена и потом в конце уже цикла собирать урожай. Супертехнологичная сеть городских ферм будет функционировать в Индонезии. Контракты о сотрудничестве подписали финансовый директор агротехразработчика Greenbar Рамзан Арипханов и руководство индонезийской инвестиционной компании. Сети фермы будут установлены в 15 тысячах супермаркетов и торговом центре Джакарте. Уникальность Индонезии в том, что эта страна состоит из множества островов. Там проблема с логистикой, с доставкой еды. И климатические условия, с одной стороны, хорошие, но не подходят для всех видов растений. Мы как раз ведем переговоры о том, как мы будем делать анализ рынка и то есть, дальнейшее наше расположение ферм, обучение персонала, да, то есть, и налаживание производственного цеха в стране для производства вертикальных ферм. Проект станет новым форматом, где каждое здание – плантация, а весь город – сад и огород. Это поможет обеспечить жителей и туристов свежими продуктами, позволит сократить время на доставку и уменьшить число испорченных продуктов. Стоит отметить, что в модуле не будет насекомых, что позволит обходиться без субстратов. В итоге система сводит риски гибели урожая и некачественного роста до 1%. На данный момент уже доступно, то есть компания продает готовые модули. Мы уже можем сделать модули для выращивания зелени, микрозелени, салатов листовых, клубники, малина даже у нас готовое решение. И вообще у нас проблемы нет создать решение для выращивания любого растительного продукта. Основатели компании Greenbar являются выпускниками акселератора Zayed Inahab. Это бесплатная программа для молодых команд, работающих над внедрением инновационных технических решений. Фонд помог уже многим проектам. С момента прохождения акселерационной программы Greenbar постепенно развивался. Было несколько заказов от администрации президента Российской Федерации в республике. Были несколько ресторанов, которые заинтересовались данной продукцией. А также в Объединенных Арабских Эмиратах было несколько проектов, которые Greenbar реализовал. Соответственно, сейчас это большой скачок, скажем так, для расширения этого бизнеса. Выход проекта в Индонезию поднимает на новый уровень производства и логистику региона. По мнению специалистов, компания Greenbar сможет занять большую долю не только индонезийского рынка, но и соседних стран, так как программное обеспечение компании является уникальным и технологически превосходит свои аналоги. Медина Мударова, Шахматсур Малатов, Сайдали Ампукаев, Сайдамин Дутмирзаев, Вести, Чеченская Республика. Телеканал «Войнах» подарил уникальную возможность погрузиться в атмосферу телевизионного зазеркалья. В рамках увлекательной экскурсии участникам второй летней смены на базе республиканского комплекса общего и дополнительного образования «Квант» показали и рассказали о работе телеоператоров, режиссеров, видеомонтажеров и телеведущих. Тур по Лолита Исумов с подробностями. Секреты телевидения, способ подачи материалов и интересные факты из рабочей жизни сотрудников СМИ. На территории ГТРК «Войнах» всем этим интересуются школьники, участники второй смены республиканского комплекса общего и дополнительного образования «Квант». Мы с большой радостью рассказали и наглядно показали труд изнутри. Студия информационной программы «Вести Чеченская Республика» – это то, что зрители видят чаще всего. В кадре ведущий читает подводки к различным событиям. Начало знакомства очень впечатлило юных гостей. Впечатления, они очень особенные, вся эта атмосфера, все, как это выглядит, это очень особенно. Я никогда не представляла, что студия выглядит именно так, что это огромная работа, очень огромного количества людей. Больше всех мне жалко корреспондентов, которые рискуют всем, ездят туда и рассказывают, пытаются донести для людей информацию, поэтому, я думаю, корреспондентов тоже сложно все. Но прежде нужно отправиться на выезд, непосредственно на место события. Корреспондент получает информацию от продюсера и начинает действовать, а именно... Идет в операторскую к своему товарищу, другу, оператору, говорит, что выезд. И они вместе отправляются, скажем так, навстречу к приключениям. Ребята увидели то, как материал начинает готовиться к эфиру. В монтажном отделе из отснятого получают готовый продукт, ожидающий выхода в эфир при помощи сервера, куда все и загружается. Многие признались, что уже хотят попробовать себя в журналистском ремесле. Я очень сильно удивлена, когда увидела, как все это происходит. Настолько это масштабно. Я этого не ожидала. Мне здесь очень сильно нравится.
может, даже подумаю поступить на журналиста. Отдел радио также заинтересовал молодых людей. Напоследок мы показали запись одной из тематических программ «Эрудит», где участники могут проверить свои знания. В завершении визита молодежь увидела стенд с наградами разных лет, которые завоевали сотрудники телерадиокомпании. Ребята познакомились с работой, которая не только интересна, но и полезна. И, возможно, кто-то из них уже определился со своей будущей профессией. Поэтому мы с удовольствием говорим им «добро пожаловать в семью». Турпа, Лолита Исумов, Аслан Ахматов, Вести, Чеченская Республика. К этому часу это все события. Еще больше новостей вы можете узнать на наших социальных платформах и в приложении «Смотрим». С вами был Рамзан Абуев, и пусть в вашей жизни будут только хорошие вести.